Правильно. Качкиный квиз, Руслан. Хотелось вам передать первый поклон от Леонида Петровича Решетникова. Он просил передать вам сердечное поздравление конференции. Я бы хотел отметить, что, вы знаете, действительно это очень важно, то, что сейчас здесь происходит. Очень важно то, что мы говорим, потому что Татария, и это для Татарстан сегодня, это, наверное, одна из самых важных геополитических точек внутри России. Если взорвут Татарстан, если взорвут этот регион, то взрыв произойдет по всей России. Потому что он не только наиболее важный с духовной точки зрения, поскольку мы сами прекрасно понимаем, что не случайно туда направлены все устремления наших врагов именно на этот центр. Потому что Казань, и мы здесь, мне кажется, одной из важнейших вообще задач нас с вами, это историческое просвещение не только татар, но и русских. Поскольку идет самое мощное наступление на нашу общую историю, когда Казань выставляется городом только татарским, вернее не только татарским, но только мусульманским. И что якобы он испокон веков был таким, хотя этот город был, это и сейчас является одним из крупнейших городов православия. Если вы попадаете туда, если в Казань, вы прекрасно видите какой-то красивый православный город. И с другой стороны, вы посмотрите, что происходит. Мне приходилось много участвовать и в Казани, и во время диалога с мусульманами. Происходит то, что и среди мусульман идет агитация, политика, совершенно направленная на совершенно изменение менталитета казанского мусульманина, да, татарского мусульманина. Попытка внедрения вот этих ваххабистских технологий. Вплоть до создания мечетей, которых никогда не было на территории Татарстана. Вы увидите, что это мечети, которые очень напоминают Саудовскую Аравию. И когда вы видите старые мечети, это совершенно другое. Да? Опять берем историю. Если мы начинаем разговаривать, и здесь вот вопрос уже тоже к нам. Вот прекрасный храм, поставленный павшим при взятии Казани, да, от которого фактически сейчас полуотказались. Как раз кассировских татар. Да, как раз кассировских. Ведь мы снова переходим к этой истории. А кто брал? 40% было русских в войске Иоанна Грозного. Здесь вот прекрасный доклад. Мы совершенно верно говорилось о том, что ведь это же была своего рода гражданская война. Война одних чингизидов против узурпаторов. И просто те люди, которые присягали чингизидам, увидели больше в Иоанне Грозного чингизида, чем Ведигей. Прочитает вслух и пролистает этот список. Видите, подтверждает. Поэтому, дорогие друзья, вот это очень важные моменты, о которых бы хотелось сказать. Очень важные моменты. Поскольку, когда изменится представление, менталитет в целом народа, потому что в общем и целом, вы посмотрите, какая вот эта великая тайная связующая нить между татарами и русскими. Это создание огромной вот этой нашей империи. Фактически мы были два целенаправленных народа, которые, между прочим, не считали себя разными народами. Вот это вот очень важно понять. И даже, почему, когда уже произошла исламизация среди многих татар, мы все равно никогда между татарами и русскими не было различия. Да? Вот такого духовного. Появилось, конечно, духовное, религиозное, но никогда не было никакого противостояния. И я вот, коренной петербуржец, я могу сказать, что всегда вокруг мечети собиралось большое количество людей. Всегда мы знали, что есть православные татары. Всегда это было известно. Всегда, но, с другой стороны, всегда, начиная с советского времени, происходило все, чтобы уничтожить православных татар.
И если мы посмотрим, что государь наш последний Николай Александрович, он выдавал сам, без всяких афиширований, выдавал деньги на строительство православных школ, на тех, кто, на помощь православным татарам, то при советской власти мы видим и борьбу, конечно, и с верующими мусульманами. То же самое было очень сильная репрессия. Но в первую очередь шли репрессии против православных татар. И я хотел бы вам пожелать, всем вам, очень больших успехов в этом направлении. Потому что поистине нет сейчас, наверное, важнее для России, для русских региона, чем... Вот вы знаете, вот тоже, вот я говорю, Татарстан. Всегда пытался спросить, вот не знаю, вы как бы больше все знаете этот вопрос. Когда-нибудь до 90-х годов было определение Татарстана? Всегда была Татария. Вот, понимаете, это очень важно, нам навязывают терминологию. Это во всем. В одно время нам голодомор сучили, да, вот мы стали говорить голодомор. Хотя это термин совершенно чуждый нам, да, мы говорим голод, страшный голод, а он не становится от этого менее страшным. Но так же и вот и здесь. Я поэтому, знаете, когда приезжаешь в татарские деревни, я был в нескольких татарских деревнях, и мусульманских, и в русско-православно, вернее, мусульманских. На одной стороне стоит мечеть, на второй стороне православная церковь. И между народом-то никогда никаких противоречий не было, никогда никакой вражды не было. Вражда идет те, кто не хотят видеть Россию целостной, великой, могучей, той империи, какой она была. Знаете, мне в свое время, у меня есть книжечка небольшая, к сожалению, она небольшая, потому что приходится на другие темы писать, но когда-нибудь обязательно мы сделаем монографию общим усилием. У нас Николай II мусульманин, но вообще надо говорить о шире, мусульмане в Российской империи. И мы говорим много об этом, но мы совершенно забываем о том, что есть не только среди татар казанских, но и среди очень многих других народов, которые мы теперь воспринимаем чисто как мусульманские. У них есть очень большое количество православных людей. А это же наши братья по духу, братья во Христе. И поэтому еще раз искренне благодарен вам за вот такую конференцию и помощи Божией вам всем. Спасибо, Петр. Ну, о предках не рассказал. Про Джамджалыкова. Ну, я просто неловко, не то, что неловко о предках, но тема другая. Ну, один из моих предков, его фамилия была Джаджалык, ему является Костомарова. Насколько известно, он был из крымских татар. Он перешел на сторону, он принял православие, перешел на сторону Богдана Хмельницкого. Вот, воевал на стороне Богдана Хмельницкого, был полковником, но это не в звании, а в должности скорее. А потом эта как-то фамилия, она перешла в фамилию Белик, и его правнук, получается, генерал-майор Федорович Белик, он был назначен Александром II начальником чеченского народа. Вот, мост сейчас в Грозном называется в честь его имени. Ну, если брать по той. А теперь про расстрелянных вместе с царской семьей. Вот это самое. Ну, прадед, мой прадед, повар Иван Михайлович Харитонов. Кстати, мне кажется, что он тоже был из татар, потому что лицо у него такое похожее. Да. Он был мученически погиб вместе с Святой Царской семьей в Ипатьевском доме. Канонизирован Русской Православной Церковью за границей. Жена у меня татар. Православная. Сама.